Вот соболь, попавшийся давящий капкан, он без других повреждений. Вот за голову его схватило вот так вот, и все. А вот многозахватывающие, да? Ну, лапы грызут. Там одной ноги-то уж точно не досчитаешься. И еще подтертости бывает больше. Вот этот соболь, например, вот так вот, он недалеко, там рядом прямо с этим лежал, с местом установки. Вот. Все хорошо с ними, да. Ну вот его там в лесу, на месте попадания, вот отделить, короче, очень трудно. Ага. И его надо разморозить, чтобы отделить. Вот капкан с него снять. И вот когда, даже если вот так вот попадает, ну вот так вот иногда попадает, иногда вот так вот попадает, да, можно отделить, конечно. Но это в шкуре, короче, на его шерсть наносится урон. Он же когда это вот замерзает, на это железо шкуре прилипает же, и когда ее мороженое отдираешь, ось повреждается шкуры. И тут то поврежденно так будет, ну уже дефектом, браком будет считаться. Так вот. Ну, хочу показать, как я отдираю соболь. Сперва надо его от капкана отделить, да? Фиксаторы у него есть тут. У этого капкана. Хороший капкан, мне нравится. Опасные, конечно, по первости. Ими пользоваться надо очень осторожно. Вот. Соболь разминаем. Как говорится, то, как кто-то говорил, зарядку ему делаем. И вот надрезы на передней лапе. Вот раньше мы переднюю лапу отдельно обдирали. Вот там, по пальчикам, с когтями брали. А сейчас уже это не требует, чтобы с когтями обязательно было. Раньше же стандарты вот пушно-меховые. Там эти лапы снимали, там, кулачком там снимали. И прочее. А так все намного проще делаем сейчас. Это, ну, последние года соболя много стало. Раньше их мало было. До Нового года 20-30 убьешь. Ну, лучше там 40-50. Так вот. А сейчас это их много стало. Ну, намного больше убиваем, чем заявляем, что довод попадает и идет капкан. Что с ней делать? Вот, потом задние лапы, заднюю сторону надрез делаем. Тоже вот так вот. А потом, так, надрезы мы сделали, да? Потом вот так вот начинаем. Вот, это самец, котяра. Тут вот надрезы отделяем. Вот, например. Вот так, да? Так вот отделили. И вот так. А тут уже
как говорится, нога неповрежденная. Смело можно дергать. Соболя шкура крепкая. Специально перед сезоном, ну и во время сезона, я вот эти ногти берегу. Они как инструмент. С ними можно, с этими ногтями, много чего. Вот, например, уже без ножа вот тут вот отделяю, пользуюсь. Вот. И главное, когда вот это вот дергаешь, здесь надрез сделать надо правильно. Если в другую сторону, если по другой стороне так пойдет, ну, так будешь дергать, нога на эту оторвать можешь. А если правильный надрез, то уже не боишься, дергаешь. Вот так вот. Пальчиком. Ну, пальчиком вот так вот засуну. И покрою ногтей. Раз. А потом хвост. Хвост вот так вот выдергиваешь при помощи этого же ногтя. Вот так вот делаешь круговой. Достаточно тут набралось. Дергаешь, все. Выскочил. И чтоб не забыть сразу. Надрез хвоста делаем. Вот так вот, все. Любым ножом можно ободрать, конечно, но такие маленькие ножи, как скальпель, они лучше обдирать. А то у меня как кухонный нож был. Я, видишь, люблю ножи кидать. Вот у меня рукояточка-то от сахатиный рог распилил. Отпилил от сахатиного рога. Распилил туда. Ну, китайский такой. Маленький кухонный ножик был. С него сделал. Ну и вещей кидать люблю. Нож. И это. Он сломался. Я его пересадил обратно. Хотел просверлить, заклепать. А что-то нет. Вот тут где взял-то изолентой, замотал инструмент. Уже долго пользуюсь. А до этого был у меня другой. Его я сломал тоже. Что-то ковырял. Вот так-то. Этот нож уже гарантированно ничем другим пользоваться ни для чего другого пользоваться же не будешь. Такой вот все уже отдельный. Разве что там что-нибудь подремонтировать. Ну, вот так вот. Вот так вот. Ногтями. И палец вот так вот суешь. Все. И по этому месту. Сейчас уже так начали обдирать. Раньше мы как так надо и целая догма была. Вот так вот. Ушные хрящи уже остаются на голове. Тут сейчас глаза легко подходят. Видно, да? Видно вроде. Глаза уже подходят. И отделишь вот так. Раз. Вот, вот. Второй глаз.
А тут собираешь какую-то кучу и дергаешь. На натянутую, по натянутому. И тут под челюстью. А тут как породку я оставляю. Не все уже забирать, типа, как породку оставляешь. Я оставляю. И уже тут чтоб не сильно много мяса на шкуру уходило. Нос. Видно вроде. И вот хрящик уже пошел. Вот так все. Вот ободрали. И еще отместровать. Ну вот для этого как раз эти пальцы и нужны. Ногти. Еще хорошо бывает тут этой материи. Я обычно иногда старые носки одеваю свои, которые потоньше носки есть. Одеваешь на руки. Иногда бывает, когда много соболей обтираешь, пальцы болят мистровать. Видать, ногти эти сдвигаются с места. Сколько-то мистеры убрать. Ну, соболя, когда много, хорошо, конечно, да? А сейчас цены на нее упали, конечно. Не сильно такие, как раньше. Раньше-то мы на них хорошо зарабатывали. А сейчас больше по привычке. И бензин стоит столько. Но все равно куда идти? Что делать? Только это и умеем делать. Но его последние годы сильно много размножилось. Соболя. Вот, например, жалуются в центральных районах, что, мол, типа, зайцев нет, никак не возрождается численность зайцев. Я думаю, это вот от них, от соболей. На яхтах 90-х, 80-х, 90-х годах соболя было мало, если мне сказать, совсем не было. Да? А последние годы они там размножились. Вот. За десятку убивают там даже. Больше даже кто берет. Собаками, тукана. И он очень большой урон наносит мелкой живности. Рябчикам, ну, на численность боровой дичи, на зайцев, он на всех влияет. Он, видишь, кабаргу даже давит. Кто бы мог подумать, да? Кабаргу. А, насчет провилок. Это вот провилка у меня такие. Вот такие провилки нравятся. Вот такие вот. Вот такие провилки. На них клинышек. Я всовываю, потом насаживаю. Раньше саживали их. Все, сейчас всем больше же надо, видать. И вот так на обычную длину, на обычный размер. Так, берем, насаживаем. Потом, когда шкура рассохнет, вот этот клинышек, с этой стороны выбил-то, снимается уже легко.
Вот. Что я рассказывал? А, ну да, насчет... Он же очень большой урон наносит другой живности. И уж такие мысли даже лезут, их численность надо регулировать, что ли, соболиную. Ну, во всяком случае, можно там чуть увеличить сроки охоты на нее. У нас же не средняя полоса, как говорится. Да? Север у нас тут-то можно, наверное, где-то до середины марта продлить сроки охоты на соболя, чтобы их поменьше было. А то он всеядный, весь прирос, съедает. Я вот тоже по глухарям замечаю. Я же у себя на угодьях кополух не стреляю совсем. Кополухи достаточное количество остается. А выводков я что-то не замечаю. Ну, мало попадаются выводки. Мало попадается выводков. То чернышей только стреляешь, а черныши, которые нынешнего года черныши, да, вот у них на крыльях вот это вот летний, знаю, это подростковый, такой окрас этот коричневый, серый. На крыльях бывает такой цвет. Таких мне за зиму, ну, совсем мало попадается. Один-два попадется. Нет. И то, что столько вот кополух остается, ну, 20, не 20, но больше 10-15 это точно остается кополуху. Да? Ну вот выводков что-то мало. Ну ладно, там может от летней погоды зависит, какое лето будет, да? Насколько это. Один-два попадаются. И все. Больше нет. И все. Каждым годом все меньше, да меньше. Чернышей же только стреляю. Вот. И на хвост наклеиваем. Так, можно еще вот тут вот тык. Вот эту вот челюсть. Все, соболь готов. Сейчас она высушивается. Потом отпинаем, выворачиваем и так далее. Вот я думаю, в центральных районах тоже, что соболя много стало. Может, не до численности, до растения дают, весь помет сжирают этих зайцев. А раньше у нас было рябчика было много, белки было, это очень много. Штук по 30, по 40 убило белок. Ну, за соболем собакой ходишь, по пути стреляешь белок. А сейчас последние годы что-то совсем белок не стало, рябчиков там, ну, совсем не вывелись, конечно. Уже такими табунами не летают. По 15, по 20 табуны были. И интересные капканы, да? Вот в них попадают всегда большие. Вот такие коты. Я не помню, чтоб маленького снимал. Примороженные были. Сорвал. Если намороженным, это так отрывать будешь. Снять можно, если удобно попадется. Но шкуру попортишь. Давящие капканы. Опасные капканы это, конечно, но научиться можно всему привыкнуть. Так-то я все равно попаюсь их. Все равно хороший капкан.
пальцем зажимаю вот так вот. Чтобы когда сжал и тик, вот так вот зажимаю пальцем. Фиксатор. Все, сняли соболь. Вот так вот. Еще оботрать. Еще обтеру тут. Точильный камень тут постоянно рядом с собой. Когда обтираешь, маленько подправив. Особенно когда хвост это вот режешь, это до него уже добираешься после того, как по ногам отработаешь. Там об кость лезвие затупляется, и можно хвост порвать, оторвать. Вот. А надреза по передним лапкам. Заднюю лапку. Сейчас очень много территорий, докуда люди доехать не могут. И уже последние охотники, знаете, сейчас вот охотники, которые собака уже большинство не охотится. Раньше-то на оленях по первому снегу уходили. На верховьях-то уже снег лежит, а по речкам на моторах катаются. И вот. Собаками там уже соболи ходит, колотит. А сейчас в это время большинство наших охотников по речке на моторе катаются и ждут снега, чтобы выпал снег, чтобы уехать на буране. Туда. Тут надо обязательно так делать, чтобы когда вниз дергаешь, не порвалась шкура. Так с краешки иногда рвется. Бывает. Потом вот так. Да, выверну. Туда палец пошел. Туда маленько так. Вот тут даже резать не пришлось. Частенько работать. Не то что с многозахватами. Многозахваты запретили. Всю жизнь копили их. Каждый сезон там по 10, 20, 30 купишь. Сейчас приходится уже на эти капканы работать. Все ж теперь. Еще есть такая, слаба такие будут, подслед там, прочее. Большие морозы соболята далеко от своих, от гнезда не уходят. Ну, в одном месте. Ну, он тоже кочует же соболь, всю зиму кочует. Я заметил, что они по толпой не бегают, короче, да? А 5-6 штук друг за дружкой ходят. Спереди, видать, самый большой, сильный, крепкий идет. А за ним эти другие лазают. Или там банда какая. 4-5 взрослых самцов друг за дружкой ходят. Поэтому вот капкан, когда уставляешь, стационарный, как говорится, капкан, близко тут, когда соболь попадается, близко друг от друга же попадаются. Через капкан, через 2 или 3 штуки сразу с 3 капканов подряд снимаешь. Это я сперва не мог этого
тумкать, а потом как-то под след капкан поставил. Смотрю, соболь лежит. Это через марь, через кусты. Переход соболя был. 2 раза, что ли, 3 раза прошел по одному и тому же месту. Я там капкане воткнул под след. А потом еду, смотрю, валяется соболь. А что с капканом делать? Соболь попался, и потом уже следу другой соболь подошел. Обнюхал этого и дальше поскакал. Я взял-то туда воткнул капкан. И так, раз за разом. Сколько? 4 соболя. С одного с этого места снял. То тут натопчет, набьется и чуть подальше туда. В кустах там. Как тропиночку в кустах, что ли, получается. Для них тропинка. И 4 штук с одной тропки снял. Я и подумал, что их минимум там 5-6 штук. Друг за дружкой ходит. Вот. Конечно, в свое время завезли соболей. Хорошо. Много народу попользовалось, как говорится. Но урон это другим охотничьим видам животных. Они очень большой, существенный наносят. И по мне так надо даже ставить вопрос о его лицензионности. Из лицензионных видов его брать. Это куницеобразные они всегда во все времена считались этим вредителями охотничьих хозяйств. Всех вырезают подряд. Вот сеноставок там, рябчиков. Всех вырезают. Лицензионного вида его брать. Надо бы и сроки продлить маленько, чтобы их поубавилось. Глядишь, и цена еще маленько поднялась. Так тогда возобновляемый природный ресурс. Кому-то он нужен все равно будет. Соболь. Купать будут. Вот. Так. Сроки на него продлить надо. Хотя бы в нашем регионе. Ладно, там некоторых, наверное, в середине марта уже считай лето. У нас-то зима. В разгаре. Ну ладно. Начинай. Дай, набадай, дай, набадай, дай, 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 набадай, дай, 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 набадай, дай, набадай, дай, набадай, дай, 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 набадай, дай, 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 дай.